Добрый день, Солмас Достар. С вами я, Нурмухамед Хусаинов. Итак, наш второй фильм из цикла «Контуры Великой Татарии». Называется фильм «Как Московия стала Руссией». Сразу ответим на естественный простой вопрос. Почему не Русь, а Московия? Дело в том, что, во-первых, практически на всех картах вся центральная Россия, точнее, кроме северной части классической России, до Петра I на всех картах обозначается Московия. Более того, в этой части России, и тем более восточнее, нет ни единого топонима со словом «Русь». Есть три западные России. Да и в Псковской области есть Русса, но не Русь. А вот со словом Москва, Москва и далее Московка, Москватиновка несколько десятков. Смотрите красные флажки на нашей карте. Странно же, топонимов Русь на Руси нет. Но зато просто обилие таковых с основой Москов, Москов. Недоумению не остается места, если взять во внимание, что практически на всех картах государство это до Петра I обозначалось Московия. На всех, без исключения. Вполне понятно. Не могли все картографы мира ошибаться разом. Да в таком вопросе. Тем более, что и на сохранившихся реальных иных документах, которые по всем признакам не подпадают в разряд подделок, читается только Московия. И на первых внутренних картах самой Московии мы встречаем то же самое слово. То есть по картам, документам, топонимам, перепискам выходит, что на месте летописной Руси в реалии твердо существовало государство Московия. Официального государственного образования Русь на них однозначно не найти. Да и в принципе то, что Россия до Петра I имела название Московия, для многих людей, в том числе и историков, уже давно не секрет. Но историки изворачиваются. Но с другой стороны, возникает же естественный вопрос. Откуда все ж таки историописцы взяли айконим Русь для написания своей летописи? Мы же уже знаем, для написания Тартария основой взяли татары. История повторяется. Вглядываемся на доступные карты Европы 15, 16, 17 веков. Частично даже начала 18 века. И находим там и сям не раз на ряде из них и надписи весьма схожие с Русью. Конкретно надпись, имеющую форму «Руссия». Причем всегда стандартно, только Руссия. На ряде карт оно наличествует только на Балканах, западнее Черного моря, которые надписи отчетливо не относятся к Московии. На иных картах, начиная с 15 века, таковая же надпись «Руссия Бьянка», то есть белая, наличествует и на самых северных широтах, севернее Ладожского озера, что соответствует некоторым части территории нынешней Карелии и Финляндии. Кстати, это последнее точно соответствует и сообщению Марко Поло, который в конце XIII века писал, что Руссия находится у Норвегии, и в ней зимой лютые холода. Трудно не поверить. Да, в иных трактатах начинают
использовать и двойное название. В 1517 году в Польше Матвей Миховский издал трактат о двух Сарматиях, в котором показал, что Руссия – это Галиция со столицей во Львове. Остальные земли Европейской Сарматии – это Литва и Московия. Очевидно, он был недалек от истины. На карте Рейша 1507 года мы находим, что Альба-Руссия занимает где-то междуречье Сирета, Прута, Днестра, где и указывал Миховский. Герберштейн же, автор записок о Московии, пишет: Руссией владеют ныне 3 государя. Большая ее часть принадлежит князю Московскому, вторым является великий князь Литовский, третьим король Польский, сейчас владеющий как Польшей, так и Литвой. Из этого можно сделать лишь один непротиворечивый вывод. Понятие «Руссия» и то не Русь в составе этих 3 государств в те времена это вовсе не государство. Это скорее некоторая идеолого-конфессиональная общность, присутствующая в то время на теле и Польши, и Литвы, и Московии. Это же самое вытекает и из сообщений папского легата Антония Пассивина, который пишет, например, цитирую: «О той же части Руси, которая принадлежит польскому королю, и той, что принадлежит великому князю Московскому». Так ведь никто в истории не пишет, что где была Великая Руссия, которую поляки, Литва и московиты в ранние времена взяли да расчленили на 3 части. И из этого выводы очевидны. Точно так же, как и в Литве, и в Польше, так и в Москве, по некоторому обыкновению присутствовало нечто русское. Но этой компоненты, этого нечто, также было еще недостаточно ни в Польше, ни в Литве, ни в Москве, чтобы она могла привести к изменению названия государства. Эту компоненту в территориальном выражении мы отчетливо и видим на картах, как было уже показано между Днестром и Сиретом, ту, что вошла в состав Москвы. На ряде карт конкретно видим в составе Польши. На севере, севернее Онеги, уже названная нами Бьянка-Руссия. Это Руссия в Литве. Постепенную эволюцию этих территорий мы видим и в последующих картах. Почему Польша впоследствии не стала Руссией? Почему этого не произошло с Литвой? Ответ очевиден. Здесь критская, грецкая, из Балкан, руссийская религия, или, как пишут, греческий обряд, не укрепилась. Здесь взял верх католицизм. А в Московии грецкий обряд утвердился. Особо не вдававшиеся в тонкость английские путешественники с усилением руссизма в Москве все чаще начинают употреблять уже двойное название – Руссия и Московия, поскольку в Москве быстрыми темпами шло утверждение новой религиозной идеологии, идущей от Балкан, Греции. Английский путешественник Ричард Ченслер, который в 1553 году высадился в Дьюинском заливе, говорит, что он прибыл на север Руссии, и далее ему предстоит путь в Московию. Смотрите на экране схему его пути. Совершенно очевидно, что он прибыл на самый север знакомой нам Руссии Бьянка, то есть белой, изображаемой на многих картах на крайнем севере. Она была частью Московии, но, собственно, Московия, как метрополия, лежала существенно южнее от нее, и она еще не стала Руссией. Со слов Ченслера конкретно ясно, и он это говорит дважды. Сначала он был в Руссии, затем только путь его лежал в Московию. Эта же эволюция эконима прослеживается и в сочинениях английского шпиона
Джерома Гарсия, присутствовавшего здесь уже несколько позднее. В первом его сочинении «Путешествие» сказано: «Я прибыл в Московию», обычно называемую Руси. В дальнейших своих произведениях он уже использует более чаще термины «русский» и «Руссия». Причем Московия и Руссия у него совершенно взаимозаменяемы. Как можно убедиться по картам и документам, проследив, что русизм в качестве некоторого, как видим, движущегося по карте айконима Руссия, скорее как религия и идеология, разработанная на Балканах, проникнув в том числе и в Московию, здесь уж под защитой охранных грамот, выдаваемых великим ханом, русским князьям-попам, постепенно овладевала московитянами. И эта идеология, окрепнув, нанеся окончательный удар так называемой Никоновской реформации церкви по московитам-староверам, стала главенствующей идеологией нового обряда с его целевой административной изюминкой, крепостным правом, что было необходимо для окончательного подавления духа некогда воинского народа. И, как видно из сказанного, постепенно русизм завладевает душами не только московитян, но все далее и далее Нах-Остинг берет верх над душами всех народов, позже подпавших под руку ведущих сил русизма – Романовых, Гольштейнов, Готторпских. То, что русский – это лишь крещенный православным образом любой человек, без стеснений писали всегда. Мы приведем лишь некоторые научнообразно закрепленные случаи. Внимание на экран. Как видим, едва покрестили, любой человек уже русский по национальности. Да и название нации «русский» в формате прилагательного сама по себе об этом и говорит. Примечательно, что более никто из других народов не говорит так о своей национальной принадлежности. Ну, например, я китайский, я татарский, я казахский и так далее. Результаты эксплуатации этой неограниченной ничем национальной идеи мы можем увидеть и в самой бытности России. На громадной территории нынешней России более 90% территории, которые завоеваны этими русийцами, ныне почти 80% составляют русские, когда по простой логике должно было быть ровно наоборот. Ясно же, что подавляющее большинство людей из некогда завоеванных народов, подпав под идеологию наступающего русизма, кстати, позже подмененного греко-католической церковью, пришли в разряд русских. Потому и ходячее выражение «поскреби русского, найдешь татарина», которое, несколько перефразировав, не раз повторял даже сам президент Владимир Путин. У нас, знаете, говорят, каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится. Путин перегибы на местах назвал дурью, перечислил татар, больших русских начальников, и вызвал овацию, спросив: а если поскрести? Намекая на пословицу «поскреби любого русского, найдешь татарина». Чего стоят стройные ряды сотен фамилий татарского происхождения в книге Николая Баскакова «Русские фамилии тюркского происхождения», Альфреда Халикова «500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения», где ведь еще сконцентрированы только царско-дворянские фамилии русских. А в нашей работе, где мы большей частью лишь суммировали все известные изыскания на эту тему, число русских фамилий от татар более 1500. А мы уже приводили в первом нашем фильме огромный список русских фамилий даже от одного слова «татар». В принципе, это уже признают все. И даже это явление вновь стало оцениваться не отрицательно, как это было. Послушаем пару интересных случаев. Ну вот давайте возьмем самое простое. Фамилии. Годунов, Шереметьев, Суворов, Кутузов, Уваров, Нахимов, Юсупов, Голенищев, Ермолов. Но как без них представить историю России?
А без Тютчева, Набокова, Аксакова, Булгакова, Карамзина, Татищева, Рахманинова, Чаадаева что такое русская культура? Так что дело такое. Без татар никакой бы России, как ее мы знаем, и весь мир тоже, не было бы точно. Очевидно же, основной компонентой народа до русизма в Москве была татарская. Вот еще пара современных суждений от людей сведущих. Праздник-то народного единства посвящен освобождению Москвы ополченцами, а во главе ополчения стоял татарин этнический. Ну, это потрясающе. Он собрал деньги, все свое имущество отдал практически для того, чтобы собрать ополчение. Князя призвал, во главе ополчения поставил фактически. Собрал деньги, понимаете, для спасения России. И это о многом говорит. Это говорит о внутреннем единстве многонационального российского народа. В родословной почти каждого пятого русского прослеживаются татарские корни, не говоря уже о том, что московский престол до середины 17 века с завидным постоянством занимали князья и цари, в чьих жилах текла татарская кровь. Обратим внимание на яркие примеры из истории Московии, тщательно переписанные российскими историками во второй половине 18 столетия и позже доработанные в советский период. Иоанн IV был старшим сыном московского князя Василия III и его второй жены Елены Глинской. Но о том, что он был русским князем, а позже царем, можно говорить с большой натяжкой. Его родная бабка по отцу была византийская царевна Софья Палеолог, а мать Елена Глинская – чистокровная татарка. Но ее родословная, хотя и была несколько искажена в угоду российской истории, все же дает представление о ее тюркских корнях и знатном происхождении, опровергать которое было бы бессмысленно. Этому влиятельному роду было суждено играть последующие несколько веков важную роль в судьбах Восточной Европы, княжества Московского и Речи Посполитой. В 1526 году Глинская сменила на московском престоле свою предшественницу, и тоже татарку, но уже из золотоордынского рода Мурзы Атун Соломонию Сабурову. Она своим образованием и развитием резко выделялась из среды русских женщин. Казалась очень умной и сильной женщиной. Летописи красноречиво рассказывают о годах регенства молодой крымско-татарской княгини при малолетнем сыне Иоанне. После смерти своего мужа в декабре 1533 года Елена совершила настоящий государственный переворот. Она отстранила от власти боярскую верхушку и в 25 лет стала фактически правительницей московского государства. 4 года княгиня довольно успешно правила Московией. При ней были налажены дипломатические связи, велось активное строительство. Одной из заслуг этой татарской княжны была денежная реформа, благодаря которой в будущей России появились первые монеты. Конечно же, это не пришлось по нраву боярам. Они побаивались образованную, умную, молодую татарку, которая и не думала жить, как ее предшественницы, теремной жизнью, вдали от мирских сует. Как повествуют летописи, придворные вельможи единодушно сходились в том, что красивая басурманка, так ее именовали недруги, полностью возьмет в свои руки бразды правления. И, чтобы это предотвратить, поспешили ее отравить. Что касается самого Иоанна, то как бы бояре не стремились с юных лет влиять на молодого князя, татарская кровь и заложенное матерью воспитание сказалось на его дружеских взаимоотношениях с крымскими ханами, не считая временную размолвку с Девлетом Гераем. Сохранилось немало сведений о том, что он свободно изъяснялся на своем родном татарском языке и относил себя к прямому потомку темника Мамая. В эпоху Иоанна IV еще больше усилилась татарская верхушка Московии. Например, во время Казанского похода в 1552 году войско Иоанна состояло больше из татар, нежели войско хана Казани. Летописец тех событий сначала перечислял татарских воинов и только после упоминал основных участников. Это была строгая субординация, так как русские военачальники не могли сравниться с татарами в знатности. То есть для московского сознания тех лет тюркский царевич был выше по происхождению любого боярина. Об этом говорит еще один яркий эпизод из царствования Иоанна Грозного, когда последний в 1575 году удалился в Александровскую слободу, оставив вместо себя в Кремле татарина чингизита Саина Булата, известного как царя Симеона Бекбулатовича, ведущего свой род все от того же крымского бея Мансура. В XVI века московский княжеский дом окончательно породнился с татарами.
Дело в том, что отец Грозного Василий III выдал свою сестру Евдокию замуж за царевича Кайдулу, сына казанского хана Ибрагима. От этого брака у них родилась дочь, впоследствии ставшая женой главы боярского правительства князя Василия Шуйского. Таким образом, через этот брак шуйские породнились с Иоанном Грозным, так как дочь Кайдулы приходилась молодому московскому князю двоюродной сестрой. В продолжении традиций Иоанн Грозный женил своих сыновей на татарках: старшего Ивана на Евдокии Сабуровой, а младшего Феодора на Ирине Годуновой. У обеих родословные восходили к общему предку золотоордынцу Чита-Мурзе. В свою очередь, через брак своей сестры и царевича Феодора Борис Годунов, более известный при московском дворе под именем своего далекого предка Чита-Мурза, породнился с царем. Последний из Рюриковичей, царь Феодор, царствовал 14 лет и умер в 1598 году, не оставив наследника. Власть полностью перешла татарину, царю Борису Годунову, который уже фактически правил с 1587 года. По завещанию царя Бориса Годунова московский трон перешел к его 16-летнему сыну татарину Феодору Годунову. Однако молодой человек не смог удержать власть и был задушен боярской группировкой, перешедшей на сторону Лжедмитрия I. Новая династия Романовых роднились со знатными татарскими фамилиями, представители которых проживали вассальны Крымскому ханству в Московии. Первые Романовы породнились с родом татарского Мурзы Исмаила Урусова, а царь Алексей Михайлович во второй раз женился на дочери Нарыш Мурзы. Вот тут и начинается самое интересное. Для начала надо сказать, что Наталья Нарышкина, мать Петра I, была чистокровная крымская татарка. Вполне естественно, что русские историки к моменту ее рождения постарались сделать из нее русскую с далекими тюркскими корнями. Иначе и быть не могло. Разве приятно было бы России раскручивать самого великого русского царя, в чьей родословной были крымские татары? Наталья Нарышкина, настоящее имя до нас не дошло, происходила из татарского рода Мурзы Исмаила Нарыша. Ее отец в русской истории известен как Мурза Кирилл Нарыш, женился на девушке из знатного из татарского рода Абатур. А уже в 1669 году его дочь стала супругой овдовевшего русского царя Алексея Михайловича. Она и родила 3 здоровых детей, сына Петра и 2 дочерей. Известно, что Петр Алексеевич, которому судьба уготовила российский престол, был прямой противоположностью своим хилым, немощным и больным сводным братьям, рожденным от первого брака царя с Милославской. Один за другим они уходили из жизни, не пережив своего отца. Остались только Феодор Алексеевич, которого поспешили женить на татарке Марфе Апраксиной, чей род восходил к тюркскому Мурзе, Салихмиру, и царевич Иван. Но, унаследовав трон отца, Феодор умер бездетным. Второй же брат, Иван, прожил до 30 лет. Бразды правления до совершеннолетия сына Петра взяла в свои руки Наталья Нарышкина, женщина нового времени, образованная, умная и властная. Именно с этого времени во главе государства становится прогрессивный крымско-татарский клан Нарышкины. Петр Алексеевич был очень привязан к своей татарской родне. Он доверил своему дяде Льву Нарышкину во время своих европейских вояжей управления Московией. Да и вообще татарские гены Петра тянули его к своим соплеменникам, о чем говорит его крепкая дружба с татарином Феодором Апраксиным, а также с Михаилом Матюшкиным из тюркского рода Мурзы Алба-Ушу. Петр I не оставил после себя наследника мужского пола, но через 10 лет после его смерти на трон зашла его дочь Елизавета, которая походила своим характером и манерами на свою крымско-татарскую бабку Наталью Нарышкину. По завещанию свой трон она оставила родному племяннику Петру III, сыну своей сестры Анны, в котором уже перемешалась татарская и немецкая кровь. Итак, на русском троне 3 великих царя – Иван Грозный, Борис Годунов и Петр I – имели татарское происхождение. Поэтому можно смело сказать, что Россией правили татары, которых сменили немцы. Так что уже последний русский царь Николай II русским мог назваться с большой оговоркой. Да, еще заметим, пока вскользь, попутно, что Москва – слово татарское. И до недавнего времени существовали целых 7 татарских деревень с таким названием. 3 из них исчезли в недавнем прошлом, остальное существует. Ну и 2 еще в Казахстане с тем же названием Москва. Да, и во всем мире говорят не Москва. На востоке хором говорят Москва, на западе Москва. Ну а откуда это слово Москва, мы разберем в отдельном фильме.
В стертой части истории страны, очевидно, было достаточно много и о татарской Москве. Филипп Вигель в своих записках 1800 года писал: «Не знаю почему называли Москву татарским Римом». Именно в эти времена Наполеон, побывав в Москве, с удивлением писал своей жене: «А в этой Москве, дорогая Жозефина, поскребешь любого русского, наскребешь татарина». Карамзин же отметил: «Москва обязана своим величием ханам». Один из историков нашего времени, Альберт Максимов, так и озаглавил главу своей исторической книги «Москва – татарская столица». Взглянем на карту центральных областей России, былой Московии, где обозначены только топонимы со словом «татар». Только со словом «татар». Впрочем, видно плохо. Один топоним «татар» накладывается на другой и мешает видеть. Приблизимся к земле и посмотрим лишь на Москву и ее окрестности. Впечатляет. Впечатляет. Примерно то же, что и с татарскими фамилиями у русских дворян и прочих. И ведь ни одного топонима с Русью. Пройдемся по Москве. В центре Москвы Кремль. В старину называли то Крим, Крем, Крым, то Кремник, то Крым-город, поляки. Но в целом уже общепризнано, слово это татарское. Путеводитель по Московской оружейной палате 1872 года на странице 5 честно сообщал: Кремль – название татарское, значащее крепость. Известно, что все послания из Москвы в Крым в 17 веке и ранее писались только по-татарски. Два известных ученых, Вильяминов-Зернов и Файзханов, в своей совместной научной монографии 1864 года привели текст двух документов, в которых, то есть в обоих, конечный протокол включает в себя формулу, указывающую место написания грамотой. Шахарамез Москауда, Падишахана Крымазда. В переводе: в городе Москве, месте пребывания падишаха, царя. Как видим, русская форма слова «Кремль» здесь и вовсе не использована. То, что даже в 17 веке употреблялись две формы и Крим, и Крым город, и Кремль, свидетельствует записи и иностранцев. Вот один из наиболее характерных от голландца Йенса Стрейса, побывавшего в России в 1669 и 1677 годах. Кремля, Крем-город, как некоторые называют. И, как видим, и русские, и иностранцы писали и название города Москва, то есть по-татарски, а не Москва. И, как отмечают специалисты, планировочная особенность российских Кремлей, город в городе, аналогично типичной планировке больших городов и столиц в средневековой Ближнем Востоке, Средней и Центральной Азии. Теперь пройдемся по Кремлю. Здесь внутри с незапамятных времен наличествовал ханский двор или татарский двор. Именно на ее территории митрополит Алексий основал Чудов монастырь на подаренной супругой хана Джанибека Тайдулой обширнейшем участке. И если супруга хана дарила участок на территории Кремля, это уже говорит о том, кому весь этот Кремль и принадлежал. Но все же пройдем по Кремлю. На рисунке красным план того монастыря. Если только под строение монастыря ханом было выделено столько земли, то можно представить себе, какую часть территории Кремля занимал этот ханский двор. Не всю ли ее? Да, есть догадки. Царев посольский двор находился между главными Фроловскими, позже Спасскими воротами и колокольни Ивана Великого. Занимал территорию от Чудового монастыря до собора Николая Гастунского, то есть всю Царскую или Ивановскую площадь. Конец цитаты. Смотрим схемы. Примечательно, что при этом сообщается, что было и отдельное крымское посольство в Кремле.
но она находилась в другой стороне от Крымского двора. Возможно, речь вот об этом. Довольно внушительно. Локализовать его нам не удалось, но видно, что оно внутри Кремля. Но если при этом Берсения Беклемишева двор занимал большую площадь возле Беклемишевой башни Кремля, и возле него располагался еще и Рахманов двор, который являлся резиденцией послов Орды в Кремле, то эта сторона Кремлевского двора была сплошь татарской. Известно, что Троицкие ворота, то есть башня, называлась и Навозной, но ранее. И это вполне понятно, ибо время было конных армий, посему в Кремле был и татарский конюшенный двор. И, очевидно, он был достаточно обширным, поскольку туда приезжали множество и гостей, и послов, ну и чиновничество имело свои лошади, как сегодня у каждого есть свой автомобиль. И навоз из этого конюшенного двора нужно было вывозить. Вот и вывозили его через эти ворота навозные, позже ставшие Троицкие. При этом надо полагать, что все чиновники имели не менее 2-3 коней. Ну, как сказали, плюс еще лошади гостей, послов, посыльных. Конюшный двор – это и кормление, и ремонт снаряжения, для чего нужны и отдельные помещения. Даже если представить себе это весьма сжато, это потребует минимум прямоугольник 200-250 на 150-200 метров. В итоге для чего-то остального в Кремле практически площади не остается. Очевидно, изначально Кремль была полностью резиденцией хана. Об этом свидетельствуют и другие обстоятельства. Побережье Москвы-реки, начиная от башни Берсения Беклемишева, ранее называлось по его имени Берсеньевская набережная. Теперь только часть набережной несколько поодаль носит это название. И здесь же недалеко от Кремля у берега было местечко Балчук, ныне улица Балчук. Балчук – это и есть глина. Не столь далеко отсюда и река не глинная. Очевидно, от того же Балчук. Со стороны Спасских ворот к Кремлю примыкает Китай-город, то есть по-татарски укрепленный город. Здесь в старину на месте нынешнего ГУМа один из торговых рядов назывался Саадашный ряд, от татарского Саадак, Сагадак, налучник, чехол на лук. Чуть далее одна из древнейших районов и улиц Арбат, от татарского Арабат, предместье, или от Колымажного двора, где изготавливались телеги, по-татарски Арба. Из Москворечья через всю старую Москву, мимо местечка Балчук, ныне улица Балчук, на Китай-город проходила дорога Ордынка, сохранившаяся поныне как улица Большая Ордынка и небольшая Малая Ордынка. Фактически Ордынка проходила посередине обширной татарской слободы, начинавшейся сразу за рекой Москва. Она занимала весь центр Замоскворечья. Здесь были богатые особняки, принадлежащие старинным татарским династиям – Ерзиным, Танеевым, Карамышевым, Исхаковым и другим. На карте Москвы сохранилась Большая Татарская улица, Малый Татарский переулки. А татарской Толмачевской слободы сохранились 3 толмачевских переулка. Здесь, в районе Павелецкого вокзала, был Ногайский двор, слобода татар-кожевников, татарское кладбище, ныне это территория Горного университета. С другого края слободы Крымский мост через Москва-реку. На ее месте раньше был Крымский брод. Здесь же Крымская набережная, Крымский вал, Крымский тупик, а через реку Крымская площадь. За рекой же Яуза, что очевидно от татарского Яу, битва, военный поход, район Таганка. В старину слобода Таганка, от которой остались улица Таганка, название от татарского слова Таган, походный треногой. В восточной части района в трубе текут Донгауровский ручей и ручей Сара. Соседний район Басманный. Здесь и улицы, и переулки Басманная, от татарского басма, прессованные, печатные, потому что здесь была построена первая московская типография. В районе имеются большой и малые казенные переулки, от татарского слова «казна», и Токмаков переулок, от татарского «такмак». Также ручей Кукуй, что недалеко от пересечения
Притошковского и Лефортовского переулков. Район Москвы с татарским названием Крылатский имеет до сих пор 3 татарских пруда. Здесь были и село Татарово, Татарский овраг, Татарская пойма, озеро, высоты, спасательные станции Татарова. Вся юго-восточная часть Москвы и вовсе стоит на мишарской низменности от названия субэтнической группы татар с большим числом татарских топонимов. Юго-запад Москвы в районе МКАД также имеет большое число топонимов от слова «мишарь». Назовем еще некоторые самые известные татарские топонимы. Это районы Черемушки от татарского имени Ширмемеш, благочестивый, храбрый Мемеш, Шереметьево от Шермемет, Измайлово от названия прежнего татарского села, Новогиреево, один из самых больших районов, в котором некогда были 5 татарских деревень, в том числе Гиреево, Царицыно от татарских царь, глава, вождь, царь и тан, покоей, то есть Сара, тан, Царицын. Москворечье, Сабурово, это уже знаем, а в пригородах еще 2 деревни Сабурова, Чертаново, да при реке Чертановка, прозрачно от татарского Чуртан, щука. От царской епархии сохранился Крутицкий терем, терем же от татарского терема, и это сооружение, по словам специалистов, и ныне производит чисто восточное впечатление. Некоторые реки и ручьи. Бирюлевский, от него еще одноименная улица, Щура от татарского славный воин, употребляется и как часть составного имени. Недалеко от него Ослябинский переулок, в честь героя битвы Осляби. Очевидно, имя татарское Асалбей, Асалбей. Реки Чурилиха, Кабанка, Будайка, Буданка, Хапиловка, Гузеев овраг, Рузеев овраг, Самородинка от Шаймардан и поселения, давно вошедшие в состав Москвы. Балашиха, Богданиха, Булатникова, Малаховка. Название района Латошинский полностью созвучно с названием старинного татарского села Латошинска Волгоградской области, а также опустевшей в конце XVI века деревни Лутошина в былой татарской Удомельской волости. Все имеют татарское происхождение. Можно этот список продолжить. Но уже без того слишком очевидно, что во всех отношениях, как Московия вся в целом, сплошь утыканные татарскими топонимами, и с огромным числом носителей татарских антропонимов, в том числе дворян и царей, с языком, имеющим огромное число откровенных татаризмов, так и Москва, изобилующая татарскими названиями, являли собой, просто говоря, обиталище татар. Вернемся к началу разговора. Получается, во-первых, в реальной истории была Московия, в которую постепенно внедрялась из Балкан, Польши, севера Литвы религиозная идеология Руссия с языком сербской Библии, о чем мы доподлинно узнали в нашем первом фильме. И этот язык, по утверждению Карамзинажа, вытеснял, собственно, русское наречие. И вытеснил. Да и патриарх признался, что язык славянский был создан. Они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику, славянский язык. И на этот язык перевели Слово Божие. Во-вторых, и что главное, в чем мы убедились собственными глазами, айконим Русь на Руси не фиксируется ни на картах, ни в переписках. Он существует лишь виртуально в сказочном мире, началом от Несторовской повести временных лет, текст которой датируется лишь 18 веком. А это единственный источник всех русских летописей. Вот потому историки и шарахаются, как черт от ладана, от признания былого айконима Московья. Потому что, иначе, все их исторические труды вместе с летописью, началом от ПВЛ, пришлось бы выкинуть, заодно подвергнув всех процессу разжалования в научных щенах. Ведь, как однозначно видно из всех документальных свидетельств, страны с изначальным названием Русь, о коем они умиленно и яростно пишут диссертации, не было. А они пишут докторские учебники о том, чего не было. Ну а если получается, что все написанное в летописях Руси, по крайней мере до хана Тохтамыша Дмитрия Донского, полнейшая выдумка, это мы скоро увидим, то спрашивается, ну а что же было в реальные московские времена? Но сначала попробуем ответить на вопрос.
То есть для чего это было нужно? Если прямо и просто, чтобы разделить московитян на народы, изначально отделив от татари, разделить, чтобы властвовать. Вот что пишет по этому поводу еще один, не получивший еще клеймо диссидента, Михаил Делягин. Если кратко, что он пишет, еще недавно мы были не россиянами, возможно, и тартарцами. И он прав в своих суждениях. А что же на самом деле было? Вопрос может быть самый важный для понимания сути былин о монголо-татарах и самом генезисе русско-татарских отношений. Попробуем разобраться сообща. Во-первых, если в летописях пишут только о мифической Руси и ни слова о реальной Московии, это значит, что в этот промежуток времени задним числом был вставлен, мало ни мало, весь блок сказа о возникновении этой мифической Древней Руси в целом, и в том числе, в частности, и что самое главное, может быть, о монголо-татарах. Но об этом очень конкретно мы будем говорить в следующем нашем фильме. С другой стороны, известно же, среди так называемых племен славян не было племени Москва. И естественный вопрос, откуда эти московитяне, реально здесь существовавшие, чья история была заменена на историю несуществующей Руси, то есть вопрос, из какого народа московитяне произошли, уже вовсе не виснет на воздухе, а практически имеет готовый ответ. И ответ этот уже на губах. Кстати, мы это словосочетание уже на губах уже слышали. Так, в своей речи при открытии в Казани филиала Изборгского клуба известный русский патриот, председатель Изборгского клуба Александр Проханов заявил: «Мы идем в этот чудовищный мир, в котором клокочет ненависть, бойня, хитрость, войны. Татарско-русский альянс сегодня является гарантом существования государства. Мы несем новое слово, мы его вырабатываем. Где-то на губах оно есть, но мы еще не в состоянии его произнести. Я думаю, что это слово будет произнесено в недрах этого Союза православно-исламского, русско-тюркского союза. И это слово ждет весь остальной мир. На татарских мыслителях, философах, а теперь и на членах Изборгского клуба лежит огромная задача формулирования этого слова, этого волшебного слова, которое ждет и вся Россия, и все человечество». Конец цитаты. Как видим, задача соприкасается с нашими выводами. И мы на основании наших изысканий уже в состоянии произнести твердо: русские – это бывшие татары из Московок Белой Орды. И в следующем нашем фильме мы это покажем, что называется, воочию, с математической точностью.